Доброе утро, друзья. Вот такое у нас сегодня чудесное утро. Не ветерочечка. Прекрасное утро. Такая вот красота сегодня. Сейчас вот проснулись, умываемся. Здесь уже вот вовсю летают гусики. К соседям где-то летят. Вот они летят. А, лебеди. Лебеди летают. С утра. Где они там? Вон они. Вот такое утречко. Сейчас мы с Моисеем зайдем в нашу засидку. Она находится в 300 метрах. Вон штативчик стоит. И возле наших чучел пока никого нету. Да. Bunun tokottarda. Oh, kızım, bunun tokottarda. Oh, kızım. Şimdi yürütüldüm. Так, друзья, сейчас мы с вами станем свидетелями довольно интересного зрелища. Добор подранка. Вот он ходит тут, гусь. Побежал по льду. С этой стороны у нас Моисей зашел, а с той стороны зашел, получается, Афанасий. Вон он. Где он там идет? Вон он идет. Афанасий. Вот Афанасий идет. А с этой стороны у нас идет Моисей. Они идут вот за этим гусем. Где он там бегает? Где-то гусь бегает. О, переместился. Нет, вот он бежит. Опа, спотыкается, падает. Встает, опять бежит. Тык-дык-дык-дык-дык. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вода уже прибавилась. Воды уже довольно много. Моисей у нас в сапогах. Там еще один тык-дык-дык-дык-дык. Два подранка. Ну, будем посмотреть. Довольно интересная история начинается. Охота за гусями. Подранками. Так. Ну, что будет интересного, включусь. Видите, он уже задирает сапоги, потому что там уже довольно глубоко. У Моисея такой мощный такой вепрь отечественного производства.
Гусак бежит. Потыкается, но бежит, падла. Он полетел вообще. У него как-то с полетом какие-то проблемы, видимо. И с бегом не очень. О, Моисей красавчик добыл гуся. Возвращается с добычей. И пошел за вторым, короче. А второй у нас сидит где-то здесь. Где-то здесь он сидит. Зашкерился от Моисея. Но от Моисея не уйдешь. Врешь, не уйдешь. Где-то он здесь вот. В этом районе, короче. Я ему сейчас наводку дал, через бинокль посмотрел. Здесь вот где-то этот гусь сидит. Сейчас посмотрим. Его видно было. Моисей красавчик добрал его все-таки. Гуся этого. Подранок который. Умерщвляет его. Вот у нас получается сидят гуси. Два гуся. Гуменники. Вон там идет Моисей. Где он там? Вон он идет. И вот он сейчас, по идее, он должен их спугнуть, и они должны как бы на меня полететь. Ждем. Ага. Так, гуси насторожились. Приготовились ко взлету. Смотрите, вон как вытянули шеи. Это говорит о том, что они сейчас готовы взлететь. Потому что Моисей уже на подходе. Им надо взлетать, иначе к ним сейчас Моисей подойдет. Если Моисей к ним подойдет, то им не сдобровать. Не поздоровится. Поэтому им надо взлетать и лететь в мою сторону. Сюда.
Ну что сказать, Моисей красавчик добыл. Идет обратно с двумя. Вообще столько прошагать на это просто. Крутой парень. Кстати, посмотрите уже сколько воды. Вот он идет в забродных сапогах. То есть я в своих каратышах уже здесь не пройду. Только в забродниках. Красавчик! Ну чё, как сложно было добыть? Ну да, он этот летал, потом сидел этот под этот. Ну, а тот чё? Тот разбитый, да, челюсть? Этого вот, который, ну, подранили же здесь. Ну. Челюсть такой. Ага. Ну у него еще крыло было, да, или что? Он в тело попало ему? Не, летает, ну, в тело есть, оказывается. Ага. О, главное добрать Да. добычу. Но. Не оставлять же так, а? Конечно. Так. Че, завтракать идем или что? Или будем дальше сидеть? Перестали летать? А немножко это передохнем. Ну давай передохнем, конечно, да. Ты-то отдохни. Вот это. Это что делаешь ты? Зачем Есть там ковыряешь? этого пуха, который, как говорят, жир выходит оттуда. Чтобы жир не убежало. Ну, как-то я так понимаю. Почему-то меня так научили с детства. Фу, жара. Ну конечно, это такой поход. Все юрен именно. Да. Дай. Маш просто, конечно. Возвращаемся на завтрак. Завтракать на базу добычи. Восемь вечера. Готовимся к ужину. На ужин у нас оладьи с рисом, с мясом. Гаврилу благодарность за оладьи. Домашняя еда. Здесь, в тундре. Очень ценится. Вот наши гости. Два вот таких вот прекрасных лебедя плавают тут возле нас. Чучело. Моисей тут чучело поправляет, ходит. Так, Моисей с Афанасием идут, тащат какие-то чучела. Будем расставлять. Будем посмотреть, как говорится. Давайте будем посмотреть. Моисей, что за чучела это? Это чучела гаги обыкновенная. Но оно похоже на гагу гребенуш. Она все равно с белой такой окраской.
Гребенушка это... Это Сэмурун, Ага. на которого мы охотимся. Ага. На гагу гребенушку мы охотимся, а это гага обыкновенная, да? А она себе притягивает. Все равно, да? Понятно. Это увеличенная, да, этот, как его? Немножко размер, да? Ну, вода только появляется. Сегодня с утра видели стаю Уток. гага-гребенушек. Ага. И сейчас поставим чучело. И они прям подлетают, да, к ним, на них? Надеюсь, что да. Ну, кидаемся подкидывать. Это якорь, да, специальный? Ага. Вот тут сразу двоих. Вешал. Он пока находится. А форма якоря вот специально такая сделана или что? Такая должна быть именно? Или вы просто Ну, она, это как бы, чтобы на что-нибудь цеплялась, да? Цеплялась. Хваталась, ничего себе. То есть под водой, чтобы что-нибудь могло зацепиться, да? Ага. Мы обычно так связку делаем. И это не по одной штуке с одним Мгм, якорем, мгм. а на один якорь. Вот. Скажем, тут сколько? 7, 5. Да. Афанасий, как более опытный охотник, подсказывает молодому Моисею, где бросить чучело, как правильно бросить. Вот так вот. Тундра, тундра, друзья, тундра. Вот здесь вот огромная гора есть, снежная. Афанасий говорит, эта гора все лето лежит под снегом. Но вот такая низкая облачность каждый день. Несмотря на то, что сейчас раннее утро, солнце закрыто, но оно где-то есть. Оно где-то есть. И оно нам улыбается, друзья. Здесь это солнце светит круглогодично. И поэтому по времени года, ну, по видеозаписи не поймешь, какое время сейчас. Вот. И такая вот красота, тундра. Я вчера прогулялся, сходил туда, в тот район. В общем, по трекеру получилось 6 километров моя прогулочка. Вот. Ходил вдоль берега вот так вот. Потом туда немножко в сторону гор ходил. В общем, смотрел окрестности. Охота на гуся также продолжается. Но еще добавляются утки. Так, короче, гуси до нас не долетели. Ни хренашеньки, вот они сидят. Вот они сели все тут и сидят. Балдеют. До нас не долетели. Короче, не стрельнуть, ничего. И ружье не достает, и как бы и недалеко. Ну вот так вот и сидим как-то вот. Все на изготовке. И гуси тут рядом. Европа, придется сидеть, что делать-то. Друзья, вот сейчас произошел казус. Мы вот с Афанасием выстрелили. У него выстрелило и у меня выстрелило по выстрелу. И вот посмотрите, вот так вот оторвало гильзы вот. У него, допустим,
оторвало и гильза улетела, да? Вот, остались только шляпки. Металлические вот эти вот, латунные, да? А у меня, кроме этого еще, у меня, короче, вот такая еще фишечка произошла. Такой нюанс. Гильза осталась в патроннике и в стволе. И ружье не зарядилось, короче. Вот оно. Вот оно, вот. Сейчас я его вот так вот скукожил и ножом выковырял, короче. Вот якутский нож, он узенький. Как раз таки в патронник влазит. Вот. Смотрите, патроны Рекорд. Фирма. Такая вот фирма. Патроны отваливаются. Гильзы. Вот. А это контейнерки, но это они как бы тоже рекордовские. Вот. Вот такая вот такие вот нюансы, друзья. О, свинцовка какая вон на стволе вообще. Мраки. Мраки. Так что. Так вот, друзья. Вот как раз таки эти гуси, которые сидели, они взлетели. Мы по ним начали тут стрелять. И у меня только один выстрел сделало. Все. Вот. Ну вон, под ранок упал, и ребята пошли его, добрали там. Вон они пошли добирать его. Добрали, короче. Связь. Пошли, все, забрали. Красавчики. Все, видите, вон как раз говорят, красавчики добрали. Только русского трака надо идти. Итак, доброй ночи, дорогие друзья. Именно доброй ночи. Находимся мы сегодня за полярным кругом на самом крайнем севере, на самой точке, крайней точке континента Евразии. И транслируем с моря, с побережья моря Лаптевых. Сегодня у нас 4 июня. Вот так вот. И у нас охота на гуся и на утку продолжается. Пристегивайтесь поудобнее, будет крутой контент. Погнали. Так, Гаврил пошел за манками. Там один манок, этот чучело, утонул, потому что он, оказывается, пробитый. Манок утки. А селезни все нормальные. Решили попробовать подлатать его деревянным чопиком. Сейчас он отвяжет селезни. И вот утку вот эту возьмет. Сюда притащит. Посмотрим. Ну вот, Гаврил принес чучело. Гага обыкновенная. В принципе, говорит, уже пытались они ее латать. Где-то. Но она все равно дырявая. То есть несколько дырок оставили неподлатанными. Сейчас их надо будет определить, сразу наметить дырки. И оттуда уже это. Вот так. Ага, спичкой. Спичкой, да, делать будем? Плавить. Плавить пластик. Ну вот такой, да? Поджигать, плавить и туда капать, да? Ну да. Чтобы она так затянулась. А как хочешь? Бля, пластилин замазка вот квартирин.
Так, говорил, сейчас будет клеить термоклеем этот манок. Самое что прикольное в этом во всем, термоклей он нашел прям в самом манке. Это вот эта заглушечка, которая была, она была слишком, ну, большая такая, пипка была большая, да, он отрезал оттуда кусок. И сейчас вот этим маленьким кусочком будем все дырочки, да, и вот такая у него зажигалка. Хорошо, что он оказался В рюкзаке. в рюкзаке у него, да. Вот такая зажигалка. И эту зажигалку он сейчас использует по назначению. Видите, какая полезная штука в тайге. Поэтому всегда таскайте с собой зажигалку в кармане. Особенно вот такую паяльную. Да? С этим Да. паяльным элементом. Короче, он пропускает через зад вот этот. Мы туда вставили целлофан. И раз, Крышку получается, забрать. Сколько дырок тут? раз, два, три, четыре. И с той стороны И в один. голове еще было парочка. С двух сторон, по-моему. 5. Ну и голову мы не будем, наверное, клеить. Она все равно не это. Затопляется она в основном из-за чего у нас? Из-за вот каких-то нижних дырок, по-моему. Нижнюю заклеили. И вот эти боковые, да, из-за них, по-моему, она и тонет. Вот это первая, которая, и там сбоку, которая. И все, и вот сейчас он будет прям на ходу ремонтировать. Отрезает маленький кусочек термоклея. И туда его вставляет, да, в дырочку. И теперь при Еще помощи чуть побольше. вот такие вот у нас мастера. Вот так вот мы сидим, лето, первые дни лета встречаем. Там у нас, что у нас там? Чучела утиные. Вот они. И мы тут сидим, пьем чистую воду и, короче, охотимся, одним словом. Вот так вот. Недавно тут лебедь прилетал, садился. Мы, короче, имитируем голоса природы, птиц пролетающих. Сейчас только что выучили, как чайка кричит. Что получается? Ну вот, плавит вот так, ага, расплавляет его. Ага, быстренько, Она аж наверное. прям загорелась даже. Ух ты. Что он там? Ты одну-то дырочку оставь потом, чтобы проверить вакуумность, герметичность. В общем, вот так. Ну вот, дорогие друзья, вот такая вот ночь. Мы с Гаврилом решили пройтись опять на озеро. Есть тут одно озеро такое, так называемое райское. Ну просто пройтись, посмотреть, есть утка или нет. Вот. Поэтому это у нас 2 часа ночи. Выглядит в тундре вот так. Почти уже подошли. Идем минут 20. И подошли к озеру. Вот тут летают лебеди. Кружат над озером. Да, вижу. Вот. Лебедь летит. Прям на небе. Очень быстро летает. Ну вот, дорогие друзья, вчера мы сидели, получается, до 3 ночи.
Потом прошлись пешком по озеру. Ничего не увидели вообще. Был густой туман, холод. Ночью было до -6. Вот. И сегодня утром уже у нас совершенно другая погода. Солнышко. Гаврил надувает маленькую лодочку. Ребята уже на посту, на боевом, на дежурстве. Попросили лодку. Накачиваем ее. Видимо, хотят что-то достать с воды. Утку, наверное, какую-нибудь. Вот так вот.